Я благодарю вас за то, что вы нашли время и уделяете его нам. Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве, из какой вы семьи и сколько вам было лет, когда началась война? Ну, у меня очень богатая, я бы сказала, история. У нас 10 детей было в семье. Я выросла в Ачимчирском районе в селе Тамыш. Моя семья была творческая. Отец был солист хора, мама всегда работала, сегодня это слово менеджер, а раньше это слово бригадир, шелкопряда, много лет. В нашей семье всегда были гости, родственники, и в любви, в большой семье я воспитана. Школу закончила в 1979 году, Тамышскую среднюю школу, поступила в Абхазский государственный университет, окончила государственный университет в 1983 году. Сразу начала работать в Тамышской 8-летней школе. В моем селе, очень богатое село у меня было, 22 организации работало в моем селе. Это был поселочного типа село Тамыш. 2 школы были, это 8-летняя школа и большая школа с 10-летней школы. Я начала работать в 8-летней школе, так как директор школы ждала меня, когда я закончу университет, я сразу начала работать пионер-вожатой. 4 года я работала пионер-вожатой, создала семью, переехала в город Ачимчир, стала работать в Ачимчирской средней школе номер 5 учительницей начальных классов. Так и началась война. Только я сделала выпуск в 1992 году, 4 класс выпустила, и началась война. Но с этой войной, как все абхазки, я оказалась в городе Майкоп беженкой со своими 2 детьми. Мы жили в Майкопе за Белой, в гостинице, где были все беженцы, до 200 человек беженцы, мы жили там. Но я не могла сидеть и ждать, когда закончится война. Я считаю, что я творческий работник, я никак не могла просто сидеть и думать, когда же закончится война и когда мы все вернемся назад. В это время я детей, их было 36 детей, от 6 лет до 14-15 с мамами-беженками. И я работала с ними. С нами в комплексе находился детский писатель Касланце. Он писал стихи, а я детей собирала в холле и всегда их учила и говорила: если вы хорошо выучите и расскажете стихи, война быстро закончится, и мы быстро вернемся назад домой. Ну, так вот я видела, жалела детей, потому что нечем было заняться. Мы жили в гостинице. Кроме того, что Адыгея, там, трехразовое питание, дети ничего не получали, кроме того, что я занималась с ними вот в коридоре, стихи учила. Я стала ходить в разные организации, чтобы устроить этих детей куда-нибудь и самой тоже где-то устроиться на работу. Я попала к министру образования и попросила затем министру здравоохранения города Майкоп. И я сказала, что столько-то детей, у нас 36 детей, им нужна реабилитация психологическая, и нам нужна помощь. Затем я устроилась в пульмонологический центр «Росинка», детский центр, и всех детей, 36 детей, устроила туда. Я работала воспитательницей весь год в этом центре. После того, как закончилась война, естественно, я вернулась домой. Ну, как все знают, здесь была разруха, нет работы, нет зарплаты, нечем содержать детей. Но все-таки я пошла в школу работать. Пошла работать в школу, нашу абхазскую первую школу. Стала работать учительницей начальных классов. Затем со временем я стала завучем школы. Так вот, в 1999 году я попала на тренинг, который проводил Центр гуманитарных программ города Сухум. Они пригласили Пицунду. Среди 45 людей, и я тоже была на тренинге.
После этого я вернулась домой. В это время, во время тренинга нас спрашивали, что мы могли бы сделать для своего общества, там, где мы живем. Я помню, я тогда сказала: покажите мне тропинку, дорогу, я сама найду. Я поняла, что я могу работать с молодежью, и мне надо занять их несвободное время чем-то. Так я создала вот такую организацию общественную, пока не понимая вообще, что я делаю, но лишь бы занять молодежь города. Нигде было, мест не было, разруха такая была. Супруга брат находился в Москве, у него был дом свободный. Я попросилась, я заняла его дом, бесплатно, естественно, без аренды. И там открыла молодежный центр. Попросила своих друзей работать со мной. Мы волонтерами 3 года работали. 12 секций открыли. 12 моих друзей стали работать вместе со мной. Это был 1999 год. Разные секции мы открыли. Языки, абхазский язык, английский язык, фотожурналистика, хореографию открыли, рисование. Так вот мы год проработали, 2 проработали. Мои друзья больше не выдержали бесплатно работать, потому что это были тяжелые года, надо было семью содержать. Они извинились передо мной, сказали: Сельма, мы будем искать другую работу, не обижайся. 6 человек оставили меня, со мной остались 6. Сильма, позвольте задать такой вопрос. Такой сильный резонанс до военного периода и послевоенного. Вы характеризуете это богатством в довоенный период во всех смыслах. И вдруг резко после войны разруха, нетрудоустроенность людей, сложная атмосфера, различные последствия войны. Что вас мотивировало? Почему вы, даже когда видели, что ваши товарищи вынуждены остановиться, вы шли дальше по этому сложному пути? Я не знаю, как вам это объяснить, но я понимаю, что это вся моя жизнь. Я люблю помогать. Я с детства такая, я всегда там, где трудно. Я видела, что нашим детям города некуда идти после школы. И вообще-то тогда были платные школы, и в школу многие не могли попасть, потому что учебники надо было купить. Еды не было, одежды не было. Очень многие дети оставались дома. Очень сложное время было. И вот я открыла такой вот центр, куда бы могли все иметь возможность прийти и проводить свое время, и еще понять их, дать им понять свое творческое направление, чем они могут заняться. Потому у меня 12 секций было, чтобы они могли выбрать себе по душе занятия, чем бы они могли заняться. Очень было сложно, но мы были очень дружные. Мы были очень дружные. Мы понимали, что надо поддержать друг друга. У меня такие друзья были, они понимали, что они не получат за это оплату. Но мы тратили свое время до 6, до 7 вечера. Они оставались вместе с детьми, вместе со мной. Мы, бывало, до 12 ночи работали. Вы знаете, я хочу сказать, что в то время, когда не было телефонов, этих гаджетов, интернета, дети, у них была жадность к информациям, у них была жадность к творчеству. Они приходили и просили: а можно мы проведем такое мероприятие? А можно мы вот это вот праздник проведем? Мы с большой охотой работали с ними. Такие большие грандиозные праздники проводили. И к нам приходили не только дети, но и их родители. Естественно, я пионервожатой работала после университета. Я всю свою жизнь работала, я могу с молодежью работать, но то направление, которое дали нам Сухумский дом юношества, Леша Кобахи со своей командой, Батал Кобахи со своей командой, это многого стоит, потому что когда я иссякала уже, трудно становилось мне, потому что мы где-то должны были рисовать, у нас должны были быть кисточки, фломастеры. Я не могла это доставать, потому что оплата была только 30 рублей, 20 рублей в школе. Содержать свою семью, а потом еще на молодежь, которая нуждается, тратить, мне было сложно. Поэтому
Я ездила, Сухум-Прибор в Сухуми, брала бумаги, которые они уже использовали, чтобы сзади нарисовать. Просила у них фломастеры, которые они были немного испорчены, выкидывали. Таким образом, фотографии, фотографировала, все печатала, старалась в газеты напечатать все. Но когда я уставала, я видела, что я иссякаю, я поеду в Сухумский дом юношества, поговорю, расскажу о своих трудностях, о проблемах. Когда я понимала, что они такие же, как я, также работают, я полной энергии возвращалась назад и опять приступала к работе. И спасибо, что были у меня такие друзья, которые такие же, как я, поддерживали меня и наших детей города. Долгое время мы работали только с городскими детьми. Ну, а потом уже в 2000 году я уже стала понимать, что в этом маленьком домике мы не вмещаемся. Очень много детей к нам приходит. Я стала искать помещение. Нам так-то повезло. Был глава администрации Джопа Хрипс Родионович. Он любил, когда человек работает. Ему это все нравилось, и когда я рассказала, и он приехал, посмотрел, где мы ютимся в маленьком домике, и у нас не хватает учебных комнат, где мы занимаемся, нам подыскали то место, где мы сейчас находимся. Мы написали письмо главе администрации на 49 лет без арендной платы. Это здание принадлежит детям города Чимчира, Чимчирского района. Это бывший ресторан города Чимчира, самое лучшее здание в городе. Но когда мы его получили, она была разрушена полностью, без крыши, без стекол. В нашем городе это был единственный ресторан хороший в центре города, но во время войны она была разрушена, и нам досталось. Ну вот через международные организации мы сегодня выглядим так, как выглядим сейчас. Очень уютные комнаты. Мы смогли за 26 лет отремонтировать, остеклить, оборудовать. И я думаю, что молодежи здесь интересно. Расскажите, пожалуйста, вот какое примерно количество в потоке детей проходило у вас, их родителей? Сколько за эти годы? Вы знаете, я не хочу количество так называть, но могу ошибиться, но я хочу вам сказать, что все дети города Чимчира, они прошли через наш дом юношества. Сегодня этим детям, которые первые, которые ласточки были в нашем доме юношества, им по 36, по 35 лет. И нашему городу прилегает 27 сел. И мы всегда старались охватить села. Когда-то у нас была своя машина, автобус. Мы привозили с сельских местностей детей. Мы привозили их на разные секции, на разные кружки отвозили. Нет села, где бы мы не работали. Поэтому потом уже мы как-то, если мы первое время просто занимали время, по интересам дети шли, затем мы стали понимать, что их надо направлять уже в творческий путь. И стали мы конкретные уже писать такие проекты, так как обрабатывание дерева, фотожурналистика, кройка шитья. Очень много таких секций мы открыли. Сперва мы обучали их работать за компьютером, потом уже мы росли, и дети вместе с нами, мы уже стали обучать их разным программам. Сегодня, на сегодняшнее время мы уже учим работать в нейросети, графический дизайн. Вот в прошлом году я очень благодарна молодежи, которая обучалась. Они выпустили абхазский алфавит, 64 табличек с рисунками и со словами для детских садов. Мы сейчас издаем, будет тираж до 100 штук, которые мы будем раздавать в детские сады. Это карточки для детей, которые не владеют языком, чтобы выучили нашими карточками разговаривать. Так. Кройки шитья. Мы выпустили очень много молодых девушек и женщин, которые приобрели профессию. Многие уже работают, присылают свои фотографии, свои рабочие места, дизайн своей одежды. Мы гордимся этим. Естественно, мы ведем статистику рабочих мест
все студенты, которые выпускаются, мы отслеживаем, где он сейчас, чем занимается. По мере возможности мы связываемся, и те, которым интересно дальше продолжение, что-то новое у нас получать, они всегда с нами на связи. А как, на ваш взгляд, это сказывается на обществе в целом? Знаете, 11 колледжей по всей Абхазии. Есть в Галии, в Восточном регионе, есть в Кварчеле, а в Ачимчирах послевоенное время нет колледжа, нет там, где молодежь получила бы профессиональное образование. Есть краткосрочное обучение, есть долгосрочное обучение. Этого нет. На сегодняшнее время значимость наша большая в том плане, что мы молодежи даем навыки, профессиональные навыки по многим направлениям. Человек, обучаясь у нас, после нас может захотеть поступить на журналистику, на дизайн, на графический дизайн. Также может открывать себе, заниматься бизнесом. Это кройки, шитья, которые хороший доход для мам, для девушек молодых. Но также мы направляем молодежь как можем. Исторические факты мы проводим, тоже могут поступить на юрфак. Очень многие дети пишут нам: спасибо, что вы дали нам многое, что вы дали нам направление. Я горжусь тем, правда горжусь тем, что по нашим проектам в нашем городе, в Восточном регионе появились мастера народных инструментов. Это Беслан Воба и Канджария Давид. Есть, конечно, ученики, но они начинающие. Но Беслан Воба уже продает свои изделия. Это ачамгуры, аюма-ахама. Уже закупают у них школы, где созданы фольклорные ансамбли. Они уже знают, где приобрести. Так как у нас по всей Абхазии был только один мастер на западном регионе, Аруха Василий, только один мастер. А теперь у нас родились мастера, которые изготавливают национальные инструменты. Также мы создали фольклорный ансамбль, который состоит из девушек молодых из сельских местностей. Они приезжают из 3 сел, это Моква, Баслах, Кутол, в неделю 3 раза. И мы разучиваем фольклорные песни народов Кавказа. Я горжусь тем, что у нас уже создался ансамбль, и есть мастера. Но если мы уже 26 лет трудимся во благо молодежи города и района. Конечно, я хочу поблагодарить свой коллектив, неустанный коллектив, который всегда рядом, которые, несмотря, есть проект у нас, есть финансирование или нет, они продолжают со мной работать, пока я не достану какое-то направление новое или финансирование. Я благодарна своему коллективу. У меня, значит, есть мечта. Я думаю, что мы сможем реализовать. Очень хочу в Ачимчирском районе открыть профессиональный колледж. Дай Бог, пусть у вас Да, получится. это моя мечта. Я изучаю работу всех колледжей Абхазии, слежу за тем, какие у них направления, но и изучаю рынок, я остро вижу, какая необходимость профессии. Так что если я когда-то смогу со своим коллективом открыть профессиональный колледж, мы будем краткосрочное образование давать. Это строителей разного направления, которых сегодня не хватает. Мы как-то проводили одно время строительные секции у нас были, где ребята учились венецианской штукатурке. Сегодня один ученик у нас уже получает великолепные деньги, и он работает по всей Абхазии. Беслан Шларба обучал его. И, знаете, мы видим, в чем нуждается наша молодежь. Наша молодежь, вы знаете, как заканчивает университеты и негде устраиваться, потому что в основном все идут на юридические, исторические, экономические, педагогические, а рабочих мест нет. А среднее звено, оно остается у нас не заполнено. Хотелось бы именно направление среднего звена, обучающие курсы открывать.
А еще хотела бы вам сказать, что работая долгое время с молодежью, мы первые года мы в каждый дом заходили, чтобы узнать, в чем нуждается семья, какие проблемы у них, ходят ли они в школу, почему не ходят, какая проблема. И когда мы эту статистику проводили, мы увидели, что очень много детей с ограниченными возможностями здоровья хотя бы в нашем городе было. Затем мы стали с медсестрами сел связываться, так как в каждом селе была медсестра. Мы стали связываться, и мы узнали, что очень много детей с особыми нуждами. В 2007 году мы в своем молодежном центре открыли второе направление. Это реабилитационный центр для детей с особыми нуждами, равные среди равных. С 2007 года мы работаем с этими детьми. На сегодняшний день по статистике в районной больнице на учете стоят 149 детей с особыми нуждами от рождения до 18 лет. Но по нашим менталитетам очень многие дети, родители то ли стесняются, то ли не хотят, то ли сложно. Еще многие не стоят на учете. Мы через международную организацию World Vision написали проект, они нас поддержали. А в 2007 году у нас начали мы работать, логопед, психолог, моторика рук, арт-терапия, ЛФК, массаж, социальный работник. Мы начали работать с детьми, с их родителями. Наша главная задача – это реабилитация и социализация детей в общество. Большие мероприятия мы проводим. Мы работаем в платформе с Гальским центром, с Творческим центром. Общее мероприятие проводим. Мы ездим иногда к ним в центр, иногда к нам они в центр. И вот с 2007 года у нас есть уже подопечные, которые выросли. Когда мы поняли, что они выросли и есть думающие, которые руки рабочие, могут чему-то обучиться, мы стали таких детей обучать профессиональным навыкам. У нас сегодня есть очень успешные 9 человек в нашем районе, которые уже получили какие-то направления. А самое лучшее, самое успешное – это с Губского села Хамида Кабба, которая уже занимается своим бизнесом. Мы посещали ее будку маленькую около Губской средней школы, она работает, интервью брали у нее. Если когда она к нам попала, не хотела жить, ей было стыдно, что она ходить не может, она с ДЦП, на сегодняшний день она звонит каждый праздник, приезжает к нам на праздники и всегда говорит: если бы я к вам не пришла, как бы я сегодня жила. А таких много. У нас 9 человек, взрослые, которым уже по 32 года здесь, в нашем доме, выросли и получили какие-то направления, какие-то навыки для своей жизни. На ваш взгляд, насколько возможно воспитание в духе Апсура с современными тенденциями и потребностями общества, исходя из вашего опыта? Но, вы знаете, все, что мы не делаем за все эти года, мы всегда стараемся в духе Апсура воспитать. Всегда это сопровождает везде, потому что это то, что отличает нас от других национальностей. Мы никак не имеем права не воспитывать детей в духе Апсура. Я не могу сказать, что вот дети сегодняшние современные, они не соблюдают. Все дети, кому я прикоснулась, с кем я работаю, я всегда вижу, что их родители и дети всегда в духе Апсура, потому что дух Апсура, она идет с семьи. Она идет с семьи. Да, мы сегодня немножко не согласны с гаджетами, мы сегодня не согласны с временем. Но вы знаете, это время, которое мы не можем остановить, и наши дети должны шагать по времени, в ногу шагать, но никогда не забывать, что ты Апсуа и всегда в духе Апсура. Что бы ты ни сделал, куда бы ты ни пошел, это старше, уважение и совесть. То, что воспитывает наших людей. На ваш взгляд, лучше ли человек самореализовывается, который умеет сочетать в себе и современные тенденции, и воспитание Апсура?
Я бы не сказала, я против этого. Апсвара не мешает. Апсвара – это терпение, которое очень важно. Это умение управлять собой, потому что это очень важно. Когда ты не спешишь, когда ты думаешь, есть старший, младший. А ведь когда не было учебы, апсвара воспитывали такими словами. На абхазском, если сказать, это 2 слова, на русском, если на русский перевести, это 3 слова. На абхазском ауаирхерзи, на русском это «что скажут люди». Таким образом, любой крестьянин Апсуа воспитывал своих детей так, что скажут люди. Если мы это забудем, мы можем много не так сделать. Но я считаю, что абхазец всегда должен соблюдать это терпение, уважение, честь и совесть. Скажите, вам помогала Апсуара пройти все те подводные камни, о которых вы сегодня в интервью не говорите, а я уверена, они присутствовали в столь сложном пути? Вам помогала эта внутренняя духовность пройти все эти испытания за все эти годы? Ну, конечно, это то терпение, которое я проявляла все эти года. Не все гладко получалось у меня в жизни. Это не падающий не может никогда подняться. У меня были такие времена, когда я очень долго шла к каким-то поставленным целям. Но я не сдавалась, я думала, что я все-таки добьюсь этого. Я всегда дала слово, и шаг за шагом я к этому шла. Конечно, неудачи были. Я думаю, что то терпение, которое вложено в меня, оно мне и помогло. Что бы вы хотели сказать зрителям, которые смотрят вас сейчас и, возможно, чувствуют, что хотели бы проявить свой потенциал, но пока немного дезориентированы, не знают, с чего им начать, или чувствуют себя как-то одиноко? Что бы вы им сказали, пожелали? Ну, ставить цель. Обязательно иметь цель. Если ты не имеешь цель, ты никогда не добьешься удачи. Ставить нужно цель и шаг за шагом продвигаться. Все люди талантливые, нет неталантливых людей, но самое главное понять, чего ты хочешь в этой жизни, куда ты идешь в этой жизни. Тогда ставь цели, и тихо ты дойдешь до той цели, которую ты поставишь.